Падишах и дочь кузнеца. Было, не было, жил один падишах. Любил он собирать в свой дворец мудрых и бывалых людей. Любил задавать им вопросы и выслушивать их ответы. Очень любознательным был тот падишах. Однажды падишах гулял в саду и увидел двух дерущихся воробьев. Сначала воробьи дрались на толстой ветке большой чинары, потом упали на землю, и на земле они продолжали драку. Падишах остановился возле них, топнул ногой, хотел спугнуть, но воробьи не улетели. Они дрались и что-то громко выкрикивали при этом. Вернулся падишах во дворец и задал мудрым и бывалым людям такой вопрос: отчего дрались воробьи и что при этом кричали друг другу? Мудрые и бывалые не смогли сразу ответить на эти вопросы. Они и спросили у падишаха 3 дня сроку для ответа и отправились по домам. У дороги, что вела от падишахского двора, стоял дом кузнеца. Его дочь Адол-ат-хон каждый день видела мудрецов и бывалых людей, которые шли во дворец и обратно. Увидела она их и на этот раз. Все шли, опустив голову, опечаленные и задумчивые. И спросила тогда девушка у самого старого белобородого мудреца: «Что случилось, дедушка? В другие дни вы все веселые и радостные возвращались из дворца падишаха, а сегодня такие удрученные?» Старик тяжело вздохнул и рассказал девушке: «Сегодня падишах задал нам такой вопрос, на который у нас нет ответа. Он спросил у нас, почему дрались 2 воробья и что они при этом говорили друг другу. Откуда нам это знать? Мы тех воробьев не видели и не знаем, почему дрались. Падишах дал нам 3 дня сроку для ответа. Если же мы не сможем ответить, нас казнят». И сказала мудрецу Адол-ат-хон, дочь кузнеца: «Не печальтесь, дедушка, если вы не найдете ответа. Я скажу вам, почему дрались воробьи и что они говорили друг другу». Рассердился мудрец: «Как смеешь ты, невежа, насмехаться над нами? Откуда тебе знать то, чего даже мы, мудрые и бывалые, не знаем?» 3 дня и 3 ночи думали-гадали мудрецы и бывалые люди, но не нашли ответа на вопрос падишаха. Делать нечего. Решили они послать того старика-мудреца к дочери кузнеца. Пришел мудрец в дом кузнеца и попросил Адол-ат-хон подсказать ответ на вопрос падишаха. «Ступайте во дворец и спросите падишаха, сыну ли переходит имущество отца или кому-нибудь другому, и пусть свой ответ падишах напишет вам на бумаге». Как сказала Адол-ат-хон, так мудрец и сделал. И падишах написал: «Имущество отца переходит сыну». Прочитала эту бумагу дочь кузнеца, спрятала ее и сказала: «Те 2 воробья дрались из-за гнезда. Одному из них то гнездо досталось от отца, другой воробей был чужаком и хотел силой отнять его у законного хозяина. Первый воробей кричал другому, что это его гнездо, а второй отвечал, что гнездо принадлежит тому, кто сильнее». Снова отправились во дворец мудрецы и бывалые люди и передали падишаху ответ девушке. Но они не сказали владыке, что ответ подсказала дочь кузнеца. «Этот ответ вы не сами придумали», — сказал им падишах. «Если бы сами придумали, то ответили бы мне еще утром. Говорите, кто вам подсказал такой ответ?» Делать нечего, сознались мудрецы да бывалые люди, что такой ответ им подсказала дочь кузнеца Адол-ат-хон, и повелел падишах привести Адол-ат-хон во дворец. Слуги тотчас исполнили его повеление, привели дочь кузнеца во дворец. «Ты умная девушка», — сказал ей падишах, — «скажи мне, откуда ты узнала, почему дрались воробьи и что говорили они друг другу во время драки?» «В твоем государстве, — отвечала девушка, — у бедного человека отбирают все, что у него есть. Потом его самого же мучают, не дают спокойно жить. И некому бедного человека защитить. У моего дедушки был сад. Дед оставил его в наследство моему отцу. Но наш сосед, богач, оклеветал отца и сад забрал себе. Отец мой пошел к судье, написал жалобу твоим визирям,
Но никто ему не помог. Все были на стороне богача. Не зря говорят, пусть у байского сыночка рот и кривой, все равно его слово – это верное слово. Вы написали: имущество отца переходит сыну. Эти слова так и останутся на бумаге, а ваши визири и судьи будут делать так, как и делали раньше. Падишах ни разу до сих пор ни от кого не слышал таких резких слов. Потому разгневался он и закричал: «Если тебе дорога твоя жизнь, сначала ответь мне на мой вопрос». «Я отвечу», — сказала девушка. «Вы видели 2 воробьев, которые дрались из-за одного гнезда? Один кричал, что это гнездо досталось ему в наследство от отца. Другой кричал, что он сильный, и гнездо достанется ему, и большого ума не нужно, чтобы понять это». Ничего не ответил на это падишах. Он позвал своих визирей и сказал им: «Эта девушка всех нас осрамила. Что будем с ней делать?» И отвечал падишаху визирь правой руки: «Вы возьмете ее в себе в жены, став женой, она станет вашей рабой, тогда и делайте с ней что захотите. А потом возьмите себе в жены Шахиню Малику, а дочь кузнеца сделайте ее служанкой», добавил визирь левой руки. Шахиня Малика была очень красивой и умной. Слава о ней дошла до многих государей и правителей мира. Многие сватались к ней, но она объявила, что выйдет замуж только за того, кто ответит на все ее вопросы и выполнит все ее условия. А тот, кто не сможет ответить на вопросы и выполнить условия, станет рабом Шахини. Многие прекрасные юноши из разных стран и государств стали рабами Шахини Малики. Падишах послушался совета визиря правой руки и заслал сватов в дом кузнеца. Адол-ат-хон не хотела идти за падишаха, но тот повелел верховному мулле совершить свадебный обряд. Делать нечего. Пришлось дочери кузнеца переехать во дворец падишаха. Там падишах сказал ей: «Хоть ты умна и красива, но не нравишься ты мне. Ты женой мне не будешь. Женой мне будет Шахиня Малика, а ты станешь ее служанкой. Выбрось из головы эти пустые мечты», — сказала Адол-ат-хон. «Жениться на Шахине Малике — дело нелегкое. 1000 тебе подобных стали рабами Шахини». Сильно разгневался падишах, но не нашел ответа на слова Адол-ат-хон. Собрал всех мудрецов и бывалых людей своего государства и отправился вместе с ними в страну Шахини Малики. Прибыли они во дворец красавицы. Малика задала падишаху свои вопросы. Падишах просил совета у мудрецов, которые прибыли вместе с ним, но и они не смогли ответить на вопросы Шахини Малики. И падишах стал рабом Шахини. На него надели ярмо и послали на маслобойню. Тогда падишах написал своим визирям письмо, в котором просил вызволить его из неволи. Мудрецы падишаха вернули в свою страну, пришли во дворец падишаха и отдали визирям его письмо. Визири показали письмо Адол-ат-хон. Прочитала Адол-ат-хон послание падишаха, переоделась в мужской халат, на голову надела тилпак, шапку с меховым верхом, на ноги сапоги из цветной кожи. Взяла в руки меч, села на коня и отправилась в страну Шахини Малики. Много дней ехала она и добралась наконец до страны красавицы. Подъехала ко дворцу и попросила стражу пропустить ее во дворец. Посмотрели стражники на красивого стройного юношу с умными глазами, и жалко им стало его. «О, чужестранец», — сказали они Адол-ат-хон, — «зачем тебе идти к нашей госпоже? Еще никто не смог ответить на ее вопросы. Разве тебе хочется надеть ярмо раба? Ступай лучше своей дорогой». «Проведите меня к Шахине Малике», — твердо сказала Адол-ат-хон. Стражники провели ее в покое своей госпожи. Шахиня Малика посадила Адол-ат-хон перед собой и начала задавать свои вопросы. «Чем жив человек?» — спросила Шахиня. «Надеждой», — ответила Адол-ат-хон. «Каков признак старости?» «Безнадежность». «Какое намерение доброе, а какое дурное?» «Если это намерение всего народа, оно доброе. А если это намерение одного человека, и оно принесет вред народу, оно дурное». «А как узнать, каково намерение того или другого человека?» «По его глазам, по его словам, по его поведению», — отвечала дочь кузнеца. Шахиня Малика задала Адол-ат-хон еще несколько таких же вопросов, и на все дочь кузнеца нашла ответ.
«Ты мудрый юноша», — сказала Малика. «На вопросы мои ты ответил. А теперь слушай мои условия.